почему у нас сейчас ситуация такая с климатом, что здесь не из-за того, что климатологи плохие, да? Здесь даже, скажем, искусственному интеллекту будет очень сложно просчитать, потому что все меняется. Хотя бы система оповещения, может быть, какая-то Ну, для система людей. оповещения, конечно, будет лучше. Это ж быстрее, лучше, качественнее. Ну, к примеру, есть угроза там цунами или землетрясения серьезного или вулканической активности. Ну, когда это уже неизбежно, то опять-таки суперинтеллекту очень просто подогнать те же автобусы, эвакуировать людей очень быстро. То есть мгновенно, пока люди думают, а у нас же ж как, возникла проблема, пока один другому доложил, пока там высшее начальство приняло решение, а потом начали искать, как же ж, где же взять те автобусы, как эвакуировать, как сделать дорогу. Это время. Да, потеряно. А это человеческие жизни. И вот смотри, сколько из-за нашей нерасторопности и из-за нашей бюрократии гибнет людей. Ну разве не так? Ну а кто с этим не сталкивался, друзья? Или не слышал, не видел? Те же пожары, еще что-то, несчастные случаи. Ну это же действительно проблема. А здесь все будет намного оперативнее. Это улучшает, повышает качество нашей жизни? Конечно, повышает. А качество товаров, производство, вредное производство, монотонное, однообразное производство. Конечно, снижает Там, где человек, и ну, брак ну производства, естественно, или человек устает. производительность. Правильно, человек устает, он начинает, ну, Допускать ошибки на производстве, совершенно конечно. правильно. Просто из-за Порой банальной фатальные, усталости. А машине все равно может работать 24 часа в сутки, что с ней случится, наша машина. Даже если сломалась, тот же робот тут же ее подремонтировал. Любой сбой в программе тут же перезапустился. И все, и машина опять работает. Почему? Потому что за ней наблюдает суперинтеллект. Понимаешь, такая вот большая нянька для всех. Да? Разве это неудобно? Это, ну, где бы мы ни взяли, в любой сфере. Это, ну, это, скажем так, прекрасное будущее. Но, друзья мои, это прекрасное будущее может быть только в созидательном обществе. А то, что это неизбежно, это неизбежно. Я вам приведу простой пример. В IT-сфере доходность, ну, вот, по крайней мере, на этот год будет свыше 4 триллионов долларов. Вдумайтесь, такой огромный пирог стоимостью 4 триллиона. Как вы думаете, сколько ртов открывается на этот пирог? Много, да? Особенно если мы сравним, что на всю оборонку, это вместе с торговлей оружием, там, ну, на все расходы, это всего лишь 2 триллиона. Это во всем мире тратится. А IT-технологии весят уже 4 триллиона. Существенно. Конечно. Поэтому есть те, кто хотят это все забрать себе. И над этим очень серьезно и кропотливо и долго работают. Ну, на самом деле это все прекрасно, это все замечательно. Это и врач, и педагог, это ну, замечательно, но в созидательном обществе. А вот в потребительском формате есть другая сторона. Почему? Вот мы только что поговорили. Это говорит о том, что весь медицинский персонал вынужден будет искать себе другую работу. Вопрос, где он ее будет искать? О, да. Это уже актуальная тема, конечно, сегодняшнего дня. Конечно. А почему он вынужден будет? Да потому что мы, как потребители, мы ведь не пойдем к человеку, мы пойдем к машине, потому что качество намного выше, стоимость намного ниже. Но также мы же себя любим. Это что, мы должны так любить вот того доктора, что в убыток своему здоровью кошельку мы должны вот идти к нему? Чтобы поддержать его. Мы же так не поступим, потому что мы такие же потребители, как и все. Логично? Логично. Давай возьмем педагогику. Ну вот этот год дистанционного обучения, он показал, люди несовершенны. Вот чтобы вы понимали, качество обучения упало на 30%. Почему? Потому что когда в классе — это одно, а когда дистанционно, здесь сказался человеческий фактор. Педагоги, которые дистанционно связывались со своими же детьми, они просто расслабились. Говорят, тут это сами выучите, вот это еще что-то. Конечно, ну педагог дома, тут его детки бегают, тут еще что-то, да и вообще не хочется, поэтому все спустя рукава. И уровень образования резко упал. Возможно ли такое у машины? Никогда.
Машина будет заниматься индивидуально с каждым. Она даст действительно нужное необходимое образование и найдет подход к каждому человеку. Заметьте, каждому индивидуально ребенку машина найдет подход. Почему? Потому что она лучший психолог, и она лучший педагог, чем кто бы то ни был. И обучит ему ребенка любого в максимум, насколько ребенок сможет обучиться. Разве это плохо? Уже сегодня есть эти Хорошо. похожие технологии. Есть, да? конечно, есть на сегодняшний день эти технологии. Тренеры. Они апробируются, да, и уже готовится серьезная замена всего педагогического состава, от младшего до старшего, и вузы, и все остальное, оно все идет виртуально, и школы. Во-первых, это все слишком накладно. Ну и во-вторых, это все стоит денег. Так Это записал одного тренера. Мы сказали вот только что в IT-технологиях на этот год выйдут на 4 триллиона, даже чуть-чуть больше. Но это ж не учитывалось ни медицина, ни педагогика, ни все остальное. В педагогике крутится тоже очень много миллиардов, и в медицине очень много. Так же? И все настекается в одни Это руки. все будет стекаться в одни руки тому, кто первый создаст и запустит супер искусственный интеллект. Это будет один человек. Ну, как правило, это группа. Мы же знаем историю. В истории всегда что-то делается группой, несколько человек, энтузиасты. Потом они между собой начинают как соперничество, в общем-то, культурно скажем. И выживает один. Владелец будет один. Почему? Потому что в каждом из нас, друзья, живет Эль.